В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. В Орске число подтопленных домов увеличилось почти до 7 тысяч, эвакуировано более 2 тысяч жителей города. Вода движется в сторону Оренбурга и Тюмени. Якутия готовится к весеннему паводку. По данным гидрометеослужбы, во многих районах наблюдаются высокие снегозапасы и низкая толщина льда. Тем временем столичные коммунальщики продолжают вывоз снега с улицы Якутска. Ежедневно в работах задействовано порядка 200 единиц техники. В столицу из Охотска вернулась экспедиция по следам Витуса Беринга. В состав экспедиции вошли 12 человек, а 2 вездехода «Бурлак» показали себя с лучшей стороны. Скаты, тюлени, пингвины и другие сокровища морей и океанов. Крупнейший океанариум страны принимает туристов во Владивостоке. В Орск Оренбургской области, где произошло разрушение защитных сооружений на реке Урал, в составе второго эшелона дополнительно прибыли 50 сотрудников отряда «Центроспас». Ранее в воскресенье сообщалось о том, что более 700 спасателей МЧС России в круглосуточном режиме помогают жителям Орска в связи с паводком. По информации правительства региона, в Орске наиболее сложная паводковая обстановка. В городе потоплено более 6,6 тысяч жилых домов с приусадебными участками. Более 2000 человек, в том числе 689 детей, эвакуированы. В близлежащих пунктах временного размещения граждан находится 1052 человека, среди которых 160 детей. Ситуация с паводком на территории области остается напряженной. В Орске потоплено более 4,5 тысяч жилых домов и домовладений. Спасатели МЧС России продолжают работу по эвакуации населения из затопленных участков города. Эвакуировано уже более 2000 человек. В надежде на то, что паводок их не коснется, многие жители безрассудно отказываются от эвакуации, подвергая свою жизнь опасности. Уважаемые жители, не пренебрегайте указаниями сотрудников экстренных оперативных служб и заранее покидайте зоны, подверженные потоплению. Переждать стихию можно у родственников или в пунктах временного размещения. Волна паводка смещается по реке Урал в сторону Оренбурга от Орска. Об этом сообщил замминистра МЧС России Виктор Яцуценко в ходе выездного расширенного заседания Комитетов Госдумы, проходящего в Национальном центре управления в кризисных ситуациях. МЧС сосредотачивает свои силы в Оренбурге. Там есть угроза подтопления низменных участков местности и районов города. Проблему, по данным Яцуценко, создают неконтролируемые сбросы с водохранилищ на территории Казахстана. Также есть вероятность подтопления районов Тюмени. Там ведомство сосредоточит группировку, включая вертолеты для эвакуации и доставки грузов. Вопросы, связанные с безаварийным пропуском паводковых вод, а также защитой населенных пунктов и объектов экономики от природных пожаров, находятся на особом контроле не только МЧС России, но и руководства страны. Все необходимые поручения заинтересованным федеральным органам власти и субъектам даны, в том числе решением оперативного совещания Совета Безопасности Российской Федерации. Вместе с тем, важно отметить, что на сегодняшний день на территории ряда субъектов Сибирского, Уральского и Приволжских федеральных округов в результате прохождения весеннего половодья в зоне затопления уже оказались десятки населенных пунктов. Кроме того, пожароопасный сезон 2024 года открыт в 45 субъектах Российской Федерации. В 11 действует особый противопожарный режим. Якутия готовится к весеннему паводку. По данным гидрометеослужбы, во многих районах республики наблюдаются высокие снегозапасы и низкая толщина льда. Уже сейчас начались укрепительные и превентивные мероприятия, чтобы своевременно обеспечить полную готовность. На территории республики паводкоопасный сезон начинается в конце апреля, начале мая. Например, в Нерюнгринском районе при неблагоприятной паводковой ситуации под подтопление попадают 2 населенных пункта. Это село Иенгра, а именно один дом, где проживают 4 человека, и поселок Чульман, где расположено 7 дачных участков. Также всем жителям рекомендуется избегать выходов на водоемы. В указанное время следует воздержаться от выезда транспорта на лед водоема, от выхода граждан на лед водоема. Также в преддверии ледохода не следует оставлять транспорт на берегу рек. Судоводителям следует помнить, что выход маломерных судов на лед водоема до официального открытия навигации запрещено. Также напоминаем родителям, что в период ледохода у детей увеличивается интерес к данному природному явлению. Следует помнить, что водоем является источником повышенной опасности, и нахождение детей на нем без сопровождения взрослых недопустимо.
Якутские коммунальные службы в весенний период активно работают на вывозе снега с дворов и улиц города. Ежедневно на этих работах задействовано порядка 200 единиц техники и 250 работников. Весь собранный в городе снег отправляется на спецполигон, где его принимают круглосуточно и совершенно бесплатно. Подробнее о вывозе снега и работе полигона расскажет мой коллега Александр Хавренко. В каждом сезоне у коммунальных служб Якутска есть свои первоочередные задачи. С наступлением весны на первое место выходит вывоз снега с улиц и дворов столицы. Эта работа у нас проводится в рамках объявленного постановлением окружной администрации города Якутска весенней очистки города, который будет продолжаться на протяжении 4 месяцев, и в рамках распоряжения по безопасному пропуску талых вод в городе Якутске. Ежедневно сюда завозится порядка 6-8 тысяч кубов снега. Также в рамках этой работы у нас проводится пропарка водоотводных лотков и приямков в городе Якутске. Работы идут во всех округах города, где от снега надо освободить дворы, дороги и тротуары. По тротуарам у нас работают 8 подрядчиков. На прошлой неделе нас вывезли 1600 кубов. Всего с начала года более 20 тысяч кубов. Получается, в каждом округе у нас свой подрядчик, своя зона ответственности. Всего работают более 30 единиц техники. Это погрузчики, бобкеты и самосвалы. А также рабочие, которые работают лопатами. Их более 40 человек. Плюс на антигололедных мероприятиях задействованы муниципальные дворники. Более 100 человек. Каждые 2-3 минуты на снежный полигон приезжает очередной большегрузный автомобиль, кузов которого заполнен снегом. Всего на уборке снега в Якутске задействовано 200 единиц техники и 250 работников. На данный момент на полигоне примерно 652 тысячи кубов снега. Работать начинаем с первых осадков в городе, как только начинается уборка. В этом году полигон заработал с 18 октября. Работать он будет до момента, пока будет вывозиться снег из города. В момент в сутки вывозится примерно 6-7 тысяч кубов снега. В марте, когда еще были осадки, там 10-11 тысяч кубов. Где-то до 300-400 рейсов в сутки. Снег на полигоне принимается бесплатно. Владельцы частных домов могут получить талоны на вывоз в своей управе. Вывоз снега на несанкционированной свалке или оставление его на проезжей части и на обочинах дорог влечет за собой административную ответственность. Александр Хавренко, Илья Сыромятников, Якутск. Грузоподъемность автозимников снизили на территории Амгинского и Ленского районов. Таким образом, на реке Амге на 198-м километре автодороги Амга допускается проезд автомобилей до 20 тонн. А также на зимнике автодороги Умнас в Ленском районе до 10 тонн. Приказы Управления автодорог Республики о снижении грузоподъемности изданы на основании актов контрольных замеров толщины льда. Напомню, ранее до 30 тонн снизили грузоподъемность ледовых переправ на федеральных автодорогах Вилю и Колыма. Поэтапное закрытие автозимников и ледовых переправ в Якутии начнется с 15 апреля. Жизнь в Алекминске улучшается с каждым годом. Благодаря федеральным проектам многие объекты в городе обрели новую жизнь. Наконец-то изменения коснулись и местного аэропорта. О том, как работает объект сейчас, расскажет моя коллега Дарья Короленкова. Работа по реконструкции аэропорта в рамках федеральной программы ведется с 2021 года. По словам жителя Алекминска, наиболее значимым нововведением для города стало введение взлетно-посадочной полосы. Дело в том, что сейчас полоса, если раньше мы были по месяцу, по полтора закрыты, то сейчас такой проблемы нет. Раньше население уезжали в Ленск, чтобы улететь регулярно, а сейчас с Ленска к нам приезжают, чтобы вылететь в случае, когда идут осадки. Новая полоса позволила значительно увеличить объем авиаперевозок. Так, за прошлый год было выполнено более 1600 вылетов. В настоящее время эта воздушная гавань принимает по 12 рейсов в неделю. В связи с этим увеличился объем работы сотрудников аэропорта.
Реконструкции и из-за повышения объемов бывают задержки. У нас в одно и то же время садится несколько рейсов, а полоса... Вот сейчас, например, закрывается перрон, и нам придется обслуживать все рейсы на полосе. Это рабочий день увеличивается, опять же. Несмотря на нововведения, остаются и проблемные моменты. Так, по сей день в этом порту отсутствует багажный терминал. Ждем, пока разгрузят багаж. Не можем обслужить другой самолет, потому что нам нужно выдать багаж, нам сразу нужно выдать груз. Это очень много времени уходит на это. Ну и плюс все-таки не месяц май, у нас практически все время зима. Реконструкция аэропорта значительно увеличила логистические возможности города и близлежащих сел, что, несомненно, радует местное население. Сейчас мы можем, как бы сказать, улететь в любое время. Сезонно, да, не сезонное, как бы сказать. Что зимой, что весной, что летом, что осенью мы можем улететь. Самолеты, если рейсы есть, пожалуйста. Единственное, что еще бы, конечно, рейсы бы, как бы, может, увеличились. Да, не через Якутск, до Иркутска или не через Якутск, то есть не до Иркутска, а через Якутск дальше до Питера, до Москвы. А прямые рейсы, например. В настоящее время идет строительство склада горюче-смазочных материалов, КПП и очистных сооружений, которых запланирован на ноябрь текущего года. Дарья Короленкова, Максим Копылов, Алекминск. В Якутск вернулись члены экспедиции по следам Витуса Беринга проекта «Пути великих свершений». За 14 суток они преодолели более 2500 километров. Главной целью экспедиции было изучение исторического тракта и его роли в освоении российского Дальнего Востока. Подробнее об итогах похода расскажет Тимур Колмогоров. Охотский тракт был основан в 17 веке благодаря российскому мореплавателю и офицеру Витусу Берингу. Этот исторический тракт действовал вплоть до начала 20 века и был ведущим по грузопотоку в обоих направлениях. Силами экспедиции из 10 человек было решено пройти один из маршрутов, проходивший через Усть-Майский район до Хабаровского края. Экспедиция прошла на 2 бурлаках МЧС России. До Охотска мы дошли за 7 суток. Дорога была нелегкая, я вам скажу. В основном дороги тогда строились и проводились по руслам рек и ручьев. Так вот, реки еще в более нормальном состоянии, а ручьи завалены плавунами, ветровалом. Приходилось пробиваться, пилить, разносить это все. Маршрут экспедиции проходил по старому тракту, который действовал еще в 17 веке. Начиная с Якутска, экспедиция вела свой путь через Усть-Мая, Эльдикан, Аллах-Юнь, после через реку Анча, горы Капитанская Засека, Кетанда, Арка и затем сам Охотск. Кроме изучения роли тракта в освоении Дальнего Востока, экспедиция занималась восстановлением исторических связей Якутии с Охотским муниципальным округом. Также в спектр задач входило исследование перспектив развития тракта как транспортного коридора и возможности развития туристических маршрутов. Цели задачи были, во-первых, конечно, исследовать путь, в каком оно состоянии, как она будет дальше развиваться. И второе, конечно, это у нас сейчас очень развивается направление туризма. И с нами был туроператор с Усть-Майского улуса, Попов Владимир Арнакович, у них фирма Усть-Майя Тур, которые возят туристов в Аян. И сейчас они планируют тоже организовать туры в Охотск. Итоги экспедиции не только дополнят насыщенную историю Дальнего Востока, в частности Якутии, но и положительно скажется на самом тракте. Тимур Колмогоров, Георгий Григорьев, Якутск. В Тюменской области в сентябре этого года пройдет всероссийский конкурс «Мастер года» среди преподавателей и мастеров средних профессиональных специальных учебных заведений. Кто будет отстаивать честь Якутии, станет известно по итогам регионального отборочного этапа. Всего на участие в нем было подано 31 заявка, из них районные и городские туры успешно прошли 12 работников. Именно они будут показывать методику преподавания и мастерство на открытых очных занятиях. Сегодня состоялось торжественное открытие регионального конкурса, но уже завтра с утра начнутся выполнение конкурсных заданий. В данном конкурсе участвую в первый раз. Я считаю, что это прекрасный опыт для дальнейшего профессионального роста. Длительная была подготовка. Все старались и стараются, думаю, провести эти открытые уроки на максимальном профессиональном уровне. У меня тема сантехника и отопление.
направление в основное. В ней мы будем, ребята будут изготавливать самостоятельно изделия. Ну, это уже еще секрет, какое изделие, конечно же. Ну, думаю, мы справимся. Школьники из Нерюнгри вновь на высоте. Накануне ребята вернулись с крупных международных конкурсов, где они достойно представили свои проекты, которые были высоко оценены профессиональным жюри. С лицеистами встретилась и наша съемочная группа. Учащиеся информационно-технологического лицея номер 24 города Нерюнгри покорили Международный форум научной молодежи «Шаг в будущее» и конкурсы национальной системы интеграция, обретенное поколение и наука, творчество, духовность. На этих конференциях я представлял свой один проект. Это солдатский сленг времен Первой мировой войны как исторический источник. Цель моего исследования – доказать, что солдатский сленг можно использовать как исторический источник. То есть я использую сленговые выражения, которые использовали солдаты в годы Первой мировой войны, для того, чтобы улучшить свои знания истории, понять время, проникнуться им, лучше узнать события. Проект, который также был высоко отмечен экспертными комиссиями, разработал ученик 8 класса Степан Горьявчев, неоднократный обладатель дипломов и наград за успехи в исследовательской и проектной деятельности. Это настольная лампа с дистанционным управлением, оснащенной зарядной станцией. Ну, то есть у него функционал – это дистанционное управление через планшет. Также можно заряжать устройство через USB-модули, можно заряжать аккумуляторные батарейки 18650. Также есть беспроводная зарядка на крышке моей лампы. Ну, пришла идея о создании такой лампы. Ну, изначально у меня была просто лампа, как украшение для интерьера. Но постепенно у меня появлялось все больше и больше устройств, которые нуждались в подзарядке. С первых дней открытия 3D-лаборатории в стенах лицея стали не просто изучать моделирование и печатать на принтерах всякие безделушки. Ребята освоили самое настоящее производство, необходимого для нужд СВО. Первыми изделиями стали хвостовики для боеприпасов и ампульницы. Мой проект – это как раз-таки 3D-ферма, которая печатает компоненты для оснащения передовых групп и госпиталей в зоне СВО. В данный момент сейчас на принтерах печатаются накольники. Ну, в принципе, основной машиной является Ender 3 S1 Pro от производителя Creality китайского. Ну и мощность производства до 500 000 компонентов в год. Сейчас ребята готовятся к новым конференциям и форумам и продолжают работу над своими проектами. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри. Во Владивостоке находится самый крупный океанариум в России. В комплексе собраны представители всех океанов и климатических зон Земли. Подробности в материале Лианы Михайловой. Аквариумная часть океанариума составляет около 10 миллионов литров воды. Посетители имеют возможность познакомиться со многими видами рыб и других морских обитателей. Работники с обширным опытом могут заботиться и изучать животных, обеспечивая им условия, максимально соответствующие их естественной среде обитания. Нельзя понять, как сохранить, зачем сохранить, не полюбив что-то. Да? То есть мы охраняем и сохраняем то, что любим, то, что знаем и понимаем. И вот океанариум для этого, для того, чтобы вот войти внутрь, вот это же и биологическое, и технологическое чудо, да, вот как вот посмотрите вокруг, да, вот эту картинку, ну, она такая, она очень впечатляющая. Помимо культурно-просветительской деятельности, океанариум является научно-образовательным комплексом. Он входит в структуру Министерства науки и высшего образования России. Работники комплекса проводят различного рода лекции, экскурсии и мастер-классы для желающих подробнее ознакомиться с подводным миром, а также для тех, кто ориентирован на создание исследований в области морской биологии. Для детей разного возраста, начиная от дошкольного и заканчивая старшеклассниками, такой биологический кружок, можно сказать, когда каждый в течение года учебного, то есть с 1 октября по май, дети, мы разработали для них программу, и дети как бы обучаются биологии. То есть это прививает им любовь к науке, любовь к природе, и в дальнейшем мы рассчитываем, что эти дети будут в университет поступать в БФУ на какие-то биологические специальности, и потом обратно вернуться к нам. То есть такая вот кузница кадров. Здесь можно наблюдать водных обитателей, которых нельзя увидеть даже при использовании акваланга. В дельфинарии представлено множество различных морских животных, включая северных морских львов, тихоокеанских афалин, белух, байкальских нерп и пингвинов. Больше всего во всей этой работе и деятельности мне, конечно же, нравится смотреть
о их, если так можно сказать, об их внутреннем мире, о социализации их между собой. Это уникальная работа, и здесь в любом случае каждый, кто приходит к нам работать, он уходит отсюда. Даже не то, что он уходит, это каждый, кто приходит сюда работать, он получает удовольствие, потому что находится с животными рядом, и что еще может быть лучше? За последние 8 лет океанариум посетило около 4 миллионов людей. Посещение океанариума стоит для того, чтобы насладиться красотой и изяществом морских созданий. Лиана Михайлова, Владивосток. В честь 130-летия со дня рождения советского военачальника Ивана Строда региональное отделение ДОСААФ России передало бюст Абагинскому краеведческому музею Амгинского района. Подробности знает мой коллега Аманотов. Мероприятие началось с исторической лекции о последних днях гражданской войны. Организаторы мероприятия рассказали, как в сложных таежных условиях, нехватке провизии и отсутствия медикаментов красноармейцы под командованием Ивана Строда в течение 18 дней сдерживали продвижение сибирской добровольческой дружины Уаласа Сагалсыгы неподалеку от села Абага. В годы гражданской войны он был удостоен 3 орденами Красного Знамени. Он совершил ряд очень успешных операций по ликвидации белоповстанческих отрядов. В совершенстве овладел партизанским методом войны. Несколько лет назад Калистрат Кириллин нашел бюст Ефима Курашова и Ивана Строда на территории регионального отделения ДОСААФ России. После тщательной реставрации было решено передать исторический бюст абагинскому наследию Амгинского улуса. Выражаем огромную благодарность от имени села, жителей Абага, от всего Амгинского улуса, от имени администрации и от себя лично. Вот за такой безвозмездный дар нашему селу, который имеет очень огромное значение для нашей истории. Бюст Ивана Строда и Ефима Курашова отправился в Амгу, где 10 апреля, в день 130-летия со дня рождения Ивана Строда, будет представлен для посетителей в мемориальном этнокомплексе Сагалсыгы. Аманотов, Элита Махно, Якутск. До Детей Азии в Якутске обустроят набережную озера Сайсары у спорткомплекса «Триумф». Благоустройство набережной подразумевает обустройство прогулочной зоны с тротуарами и велодорожками по всему периметру озера. Ранее набережная была доступна горожанам лишь частично. Часть работ была проделана в прошлом году, в том числе проведен демонтаж старой плитки и укреплен берег. На какой стадии находится. В минувшие выходные в селе Сельдюкар Мирнинского района провели традиционные соревнования, посвященные Дню охотника. Эти ежегодные состязания – своеобразная эстафета между муниципалитетами Алмазного края. В состязаниях Дня охотника приняли участие 7 команд. Ребята Сельдюкара в упорной борьбе заняли 3-е место, серебро у команды МЧС. Ну а победили в этом году спортсмены культурно-спортивного комплекса Мирного. Ну и, конечно, самый зрелищный этап соревнования – битва в снегу. Соревнования прошли на высшем уровне. В этом году участвовало очень много команд. Наша команда «Алроса», КСК. Вот. У нас этап соревнований было эстафета, стрельба была, потом бег по сугробам, бег по лыжам, с лыжами бегали, костер разжигать. Проводят каждый год. Традиции свои не забывают. Они из поколения в поколение передают своим. Все было очень хорошо, наилучшим. Мне очень понравилось. И желаю всем, что участвовали здесь, приезжали, смотрели, брали пример. Вот. Своих предков не забывали.